Здравствуйте, вы смотрите программу «Лав о главном» на информационном портале LAV.MD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях. На минувшей неделе стало известно, что Народное собрание рассматривает новую законодательную инициативу для того, чтобы вновь внести изменения в избирательный кодекс и создать постоянно действующую Центральную избирательную комиссию автономии. Нужно отметить, что чуть более полтора года назад по инициативе Дмитрия Константинова и ряда депутатов Центральная избирательная комиссия Гагаузии была ликвидирована. В связи с тем аргументом звучало, что нет денег на то, чтобы финансировать постоянно действующий избирательный орган в Гагаузии. После этого были инициированы судебные заседания, и мы знаем о том, что есть решение апелляционной палаты, которая признала эти действия со стороны Народного собрания незаконными. Сейчас дело рассматривается в высшей судебной палаты. И сегодня вновь депутаты хотят сделать Центральную избирательную комиссию. Видимо, у Гагаузии появились деньги или какие-то другие причины для того, чтобы не признать свою ошибку, а, в общем-то, выходить и имитировать какой-то законотворческий процесс для того, чтобы вновь создавать орган, который уже действовал в Гагаузии на протяжении нескольких избирательных кампаний. Напомню вам, что должны пройти выборы депутатов Народного собрания автономии, и, судя по всему, и выборы главы автономии тоже не за горами в связи с арестами, которые суд продлевает в отношении Евгении Гуцел. И сейчас уже ожидается, что в ближайшие недели будет вынесено решение суда по ее уголовному делу. Об этом и других вопросах сегодня мы поговорим с нашим постоянным гостем Иваном Алексеевичем Терзе. Здравствуйте, Иван Алексеевич. Добрый день. Такая, да, комичная немного ситуация. То есть сперва расформировали ЦИК, теперь решили вместо того, чтобы признать свою ошибку, как писал у себя в блоге депутат Александр Тарнавский, так решили просто выйти с новой законодательной инициативой и как будто бы заново создавать орган, который сами же ликвидировали там чуть более года назад. И при том, как я уже отметил, был аргумент, что в бюджете нет денег, чтобы содержать постоянно действующий орган. И как отмечает Александр Тарнавский, и мы знаем, что бюджет, который был утвержден на 2025 год в декабре депутатами, там нет статьи расходов на содержание Центральной избирательной комиссии как постоянно действующего органа. То есть откуда сейчас собираются депутаты найти деньги, которых не было чуть больше года назад, на содержание ЦИКа, остается большим вопросом, потому что мы знаем, что у нас не финансируются капитальные инвестиции, которые были утверждены, у нас нет выплат по компенсациям, которые утвердило Народное собрание, но, видимо, сейчас найдут деньги на содержание ЦИКа или, в общем-то, хотят завуалировать свою некомпетентность. Давайте прервемся на сюжет, который подготовили наши коллеги с Молдова ООН по поводу этой инициативы, о которой стало известно на прошлой неделе. В Гагаузии намерены сделать ЦИК постоянно действующим органом. Для этого депутаты НСГ хотят внести поправки в избирательный кодекс автономии. Хотя в 2023-м по инициативе спикера Народного собрания Дмитрия Константинова парламентарии решили распустить Центризбирком из соображений экономии средств. Апелляционная палата Камрата уже признала это решение незаконным, а Высшая судебная палата пока вердикт не вынесла. Подробнее в нашем сюжете. За несколько месяцев до выборов в НСГ решили вновь сформировать Центральную избирательную комиссию автономии. Ранее председатель Народного собрания заявлял, что постоянный ЦИК неэффективен. По словам Дмитрия Константинова, содержать комиссию, которая не действует вне электоральный период, дорого. Поэтому орган решили формировать заново перед каждым туром голосования. Об инициативе местного парламента сообщил депутат Народного собрания Александр Тарнавский. Согласно законопроекту, предлагается внести ряд поправок, в том числе сократить состав органа до 7 членов вместо прежних 9. Сейчас уже, когда до выборов 16 ноября 2025 года остается несколько месяцев, вдруг решили вот так масштабно менять избирательное законодательство. Более того, еще нету ни заключения исполнительного комитета, ни экспертных заключений от юридического управления, от управления юстиции.
Александр Тарнавский также отмечает, что Народное собрание планировало еще 3 года назад создать комиссию по усовершенствованию избирательного кодекса, но за это взялись только сейчас. Депутат предлагает вернуть старый состав местного центра избиркома. Решение о ликвидировании инстанции сейчас находится на рассмотрении Высшей судебной палаты. Есть все предпосылки, что судебная инстанция признает, что Народное собрание действовало тогда незаконно и восстановит Центральную избирательную комиссию Гагаузии, ликвидированную в 2023 году. Как тебе представляют коллеги, которые предлагают сейчас поправки? У нас что, будут 2 параллельные структуры Центральной избирательной комиссии Гагаузии? Александр Тарнавский убежден, что НСГ должен признать ошибку и отменить свое решение о распуске ЦИКа. Напомним, этой осенью истекает срок мандата депутатов НСГ. Дату выборов до сих пор не утвердили, хотя часть избранников призывает коллег это сделать. Отмечу, прошлые выборы в Народное собрание Гагаузии прошли в 2 этапа – 19 сентября и 3 октября 2021 года. Ну а сейчас к эфиру присоединяется наш корреспондент из Камрата Петр Гарчу. Петр, приветствую тебя. Ирина, привет. Давай начнем с новости последнего часа. Буквально полчаса назад суд продлил домашний арест Башкану Евгении Гуцулу еще на 30 дней. Хотя если уже посмотреть, она не исполняет свои обязанности на протяжении более чем 2 месяцев. Петр, на твой взгляд, что дальше? Вот согласно процедуре, чего ожидать можно? Ну, учитывая, что, по-моему, на 1 июля следующее заседание, до 1 июля должно следующее заседание пройти, там, в принципе, уголовное дело уже движется к завершению. Я думаю, что этим летом мы узнаем, наверное, один из главных политических сериалов, чем Гагаузии, да, по крайней мере, чем закончится. Пока что в автономии могли бы уже начать какую-то процедуру, допустим, новых выборов, потому что в уложении это прописано Гагаузии. Но депутаты пока еще ничего не делают и, видимо, тоже ожидают решения суда. Я поняла. Хорошо, продолжаем тогда следить за этой темой. Давай тогда обсудим инициативу Народного собрания. Первый вопрос у меня. Зачем сейчас решили сделать орган вновь действующим на постоянной основе? Вот какие аргументы приводят? А на самом деле пока еще неизвестно, какие аргументы что двигало, потому что мы узнали о том, что вот есть поправки от депутата Александра Тарнавского, который опубликовал документ, да? То есть в документе указаны только поправки перед вторым чтением вот, в избирательный кодекс, но там не указаны аргументы сторон. Ну, скорее всего, будут говорить, что нас ждут выборы в Народное собрание, надо же сформировать ЦИК Гагаузии. И это действительно довольно интересный момент, да, то есть каким образом сейчас депутаты, которые голосовали в конце декабря 2023 года, да, то есть за распуск ЦИК Гагаузии, сейчас что они будут говорить? В автономии появились деньги, может быть, или настали более хорошие времена, то есть, ну, будет интересно послушать риторику. Давай про деньги чуть и про риторику чуть позже. Скажи, а есть понимание, почему не отменяют старое решение о распуске ЦИКа? И получается, вот насколько юридически корректны тогда могут быть вот эти поправки в избирательный кодекс? Депутаты, безусловно, не отменят свое решение. Кто согласен на то, чтобы вот сказать открыто, что да, мы совершили ошибку, тогда и вот распустив Центральную избирательную комиссию Гагаузии. Тут важен контекст. В конце декабря 2023 года, когда было принято решение, по 2 округам в Гагаузии должны были пройти выборы в депутаты Народного собрания. И в обоих этих округах с большой долей вероятности могли выиграть кандидаты от социалистов. А что это означает для группы депутатов Константинова? Что они могли бы потерять контроль в Народном собрании. И как раз фракция социалистов и обвиняла вот большинство депутатов НСГ в том, что вот убрав ЦИК Гагаузии, да, расформировав ЦИК Гагаузии, вы не дали провести выборы по 2 округам. Сейчас, безусловно, они не пойдут на такой шаг, не отменят свое решение, даже если будет вот решение Высшей судебной палаты о незаконности.
Ну смотри, вот это решение, оно в принципе подразумевает наличие каких-то денег. А с финансами в автономии туго, бюджет дефицитный. В казне на этот год не предусмотрены средства для финансирования органа, все верно? В бюджете Гагаузии предусмотрены деньги на выборы, но именно на проведение выборов, да. Но содержание Центральной избирательной комиссии Гагаузии это немного другое, да, потому что то есть, проведение выборов это, допустим, на 1 месяц, к примеру, да, до даты выборов, а Центральная избирательная комиссия, она на постоянной основе, так, она же не будет действовать только 1 месяц до выборов и там 2-3 недели после выборов. И совершенно верно, что необходимы дополнительные деньги на содержание, которых пока нет. Но при большом желании, я думаю, что их можно будет найти. Интересно, откуда? Ну хорошо. Ну смотри, история такая, что в принципе вот без деталей тут не обойтись. Вот давай отмотаем к самому началу. Именно в 2023 году приняли решение ликвидировать ЦИК, да? Людей уволили, имущество перешло на баланс исполкома. Хотя уже на тот момент вот местный Центр избиркома автономии, он уже был интегрирован в республиканский ЦИК. И в апелляционной палате в прошлом году это решение признали незаконным. Сейчас мы вот ждем вердикта от уже высшей судебной палаты. Вот по процедуре, если высшая судебная палата тоже признает решение незаконным, вот тогда что? Восстановят прежний состав комиссии или как? Так, если ВСП оставит в силе решение апелляционной палаты, то начнется опять и игра в юридические термины, как это обычно бывает в автономии, да, то есть группа депутатов будет говорить, что, ну, окей, там есть решение, ну и ладно. Я приведу пример. Вот, допустим, возьмем отставку Александра Тарнавского, который был вице-спикером Народного собрания, да? Вот, пожалуйста, судебные инстанции признали, что его отставка была незаконной, да? Народное собрание его не отменило свои решения, да? Александра Тарнавского не вернули на должность. То есть, ну, все сделали вид, как будто ничего не происходит. Я не исключаю вариант, что сейчас депутаты попытаются как можно быстрее поправки принять, чтобы был новый ЦИК Гагаузии еще до решения Высшей судебной палаты. Для того, чтобы показать, ну ладно, там есть решение Высшей судебной палаты, но у нас-то уже действует ЦИК Гагаузии. Ну, что делать? Ну, есть решение, есть. Ну, интересно, конечно. А скажи, пожалуйста, уже известно, когда запланировано вот второе чтение в НСГ? Нет, пока еще неизвестна дата, и вот как раз-то и в сюжете господин Тарнавский говорил об этом, что еще нет заключений, да, всех заключений, в том числе от Управления юстиции. Интересно, мнение исполкома Гагаузии будет по этому поводу. Да, ну вот ты сказал, что вот в принципе, да, вот ты упомянул господина Тарнавского, вот согласно документу, который вот он опубликовал, там предложены еще целый ряд поправок, да, и одна из них, на которую стоит обратить внимание, это сокращение количества членов Центральной избирательной комиссии с 9 до 7. И при этом квота у НСГ остается прежней, то есть 3 члена будут, да, направлены от Народного собрания, еще 2 от исполкома. Вот как ты думаешь, кому может быть выгодна такая арифметика? Безусловно, Народному собранию Гагаузии. Смотрите, раньше было 9 членов Центральной избирательной комиссии, да, и НСГ, и исполком по 3 человека предлагали. То есть в этом варианте как раз предлагают у исполкома забрать 1 человека. То есть у Народного собрания остается 3 кандидатуры, да, от НСГ. Но есть еще один интересный момент. Одну кандидатуру предлагают от неправительственного сектора. Это потрясающая формулировка, да, вот что значит неправительственный сектор. Я не удивлюсь, если какая-то общественная организация, допустим, «Патриоты Гагаузии», близкая к Дмитрию Константинову, вдруг получит возможность представлять своего человека в ЦИК Гагаузии. Тогда у нас получится хорошая картина, удобная картина для Народного собрания. 3 человека от них, плюс еще 1 от неправительственной организации. У них будет большинство, да, 4 человека в ЦИК Гагаузии. Но смирится ли с этим исполком Гагаузии? Мы пока еще не знаем их реакцию, да. Подпишет ли, даже если будут приняты во втором чтении эти поправки, подпишет ли эти поправки исполняющие обязанности Башкана Гагаузии Илья Узун. То есть это все будет
на это все будет очень интересно посмотреть. Ну вот ты общался с депутатом господином Тарнавским, и вот он говорит, что не все избранники как бы готовы поддержать этот проект. Наверняка, вот как ты думаешь, проголосует ли большинство депутатов за этот документ? Я думаю, что да, потому что, хотя это сложный вопрос, вроде бы у Дмитрия Константинова и есть контроль в Народном собрании, да, но он не совсем явный. И не исключено, что 2-3 депутата могут в последний момент поменять свое мнение. Проблема же в чем заключается? В том, что между Константиновым и группой Шора определенные разногласия есть. Они стараются не показывать, сильно не ссориться, да? Но есть разногласия. Каждая из этих сторон, мне кажется, что ожидает нехороших действий с другой стороны, именно в преддверии выборов в Народное собрание, да, в Гагаузии. Чем это закончится? Договорятся они, не договорятся? Будет давление, будет шантаж или еще что-то? То есть неясно. В этом, наверное, и специфика гагаузской политики, что довольно непредсказуемо все. И это делает очень интересным нашу работу, то есть следить, мониторить постоянно. Петр, благодарю тебя за беседу. Я напомню, для зрителей у нас на связи был мой коллега из Камрата Петр Гарчу. С ним мы обсудили инициативу Народного собрания Гагаузии касательно Центра избиркома. Идем дальше. Вы смотрите Лав о главном на портале Лав.МД. Это был сюжет наших коллег с Молдова-1 по поводу ситуации, связанной с Центральной избирательной комиссией Гагаузии. Иван Алексеевич, на ваш взгляд, в чем необходимость вот такой идеи, я бы сказал даже, ну, если не странной, то как минимум запутанной. Сперва расформировать ЦИК, а сейчас выйти с новой законодательной инициативой, хотя есть решение апелляционной палаты, и достаточно просто проголосовать и отменить в связи с решением суда и признать свою ошибку и, в общем-то, вернуться к тому циклу, который был. Почему нужно придумать такие хитрые схемы? Вы знаете, это, как говорят в народе, это просто тайна, покрытая мраком. Да, и в этом мраке, по-моему, кроме Константинова, больше никто и не разберется, потому что он был генератор этой идеи, и он ее продвигает, и до сих пор ее поддерживает. И я согласен с вашей идеей, и многие люди также говорят о том, что пока еще определение судебной инстанции не вступило в законную силу, Народное собрание, как лицо, которое подало иск в суд, в любой момент, это его право, может отозвать свою кассацию, и в соответствии с требованиями норм Гражданского процессуального кодекса стороны возвращаются в первоначальное положение. Спрашивается, почему бы это не сделать и провести предвыборную кампанию и в сами выборы в соответствии с теми нормативными актами, которые регулируют, значит, выборы на территории Гагаузии, которые уже неоднократно выборы проходили по этим, значит, избирательному кодексу Гагаузии. Почему бы не провести? Ну, видать, здесь есть какие-то подводные камни и личные интересы господина Константинова и его окружения, которые это делают, ну, я всех их мыслей, что у них там в головах, конечно, знать не могу, но я думаю, что, как говорили греки, спроси, кому это выгодно и для чего он делает, могу сделать только один вывод. Это одно из оснований для того, чтобы затянуть процесс нахождения на этих должностях в Народном собрании, чтобы затянуть выборы, типа того, что мы не можем проводить выборы в силу того, что нет основного документа, который регулирует процедуру проведения выборов. А раз нет такого документа, как мы можем? Никак. Поэтому вот там типа опять Кишинев, суды затягивают, не решают. А если, допустим, вполне законно и обоснованно Высшая судебная палата примет решение, то что тогда будет делать господин Константинов? Хотя, зная его, он еще и не такой фортель может выкинуть.
для того, чтобы затянуть свое нахождение на этом стульчике. Иван Алексеевич, ну, смотрите, в этой истории, ну, я, конечно, не адвокат, не могу как бы апеллировать на то, что мысли, которые я выскажу, являются там в точном соответствии с законом, но давайте рассмотрим несколько сценариев. Давайте. Первый из них, вот как мы говорим, самый был бы простой, это признать решение апелляционной палаты как минимум и отменить свое решение в связи с тем, что аргументами даже те, которые выставила апелляционная палата, что решение было незаконным, и вернуться к тому составу ЦИК, который был ликвидирован. Конечно. А этот путь означает о том, что Народное собрание возвращается, как вы говорите, сказали, по Гражданско-процессуальному кодексу к нулевой точке. Первоначальному положению. Да, и значит, все эти 1,5 года они должны признать, что люди, которые были уволены, как минимум прийти к мировому соглашению, выплатить им компенсацию за вынужденный прогул, да? Конечно. Это раз. Ну, даже там, если признать, это, по-моему, 2 члена ЦИК, которые всегда были на заработной плате. Это один путь. И, в общем-то, тот же состав ЦИКа продлит свои полномочия и будет организовывать выборы. Конечно. Путь, который, я так понимаю, сейчас рассматривает Народное собрание, это новая законодательная инициатива, и она не будет предполагать возврат к нулевой точке, а предполагает создание нового избирательного органа, Центральной избирательной комиссии. А это означает, что все 9 членов ЦИКа должны будут избраны по новой. Конечно. Но даже сам процесс избрания это не самая большая слабая сторона этого законопроекта, а сам процесс рассмотрения. То есть депутаты должны будут как минимум... Это не за один день. Сперва представить законопроект. Кстати, я хотел его найти на сайте Народного собрания, но я тоже не нашел. Хотя они обязаны публиковать любые законодательные инициативы. То есть они должны пройти обсуждение во всех комиссиях, получить заключение исполкома, управления юстиции, всех органов, которые заинтересованы и участвуют в этом процессе. После этого должны быть публичные слушания. Да. После публичных слушаний, если были какие-то кардинальные рекомендации или поправки, они должны составить сравнительную таблицу. После этого может быть вынесено на заседание Народного собрания, где может быть рассмотрен, но в любом случае закон должен быть рассмотрен в 2 чтениях. Это может произойти на одном заседании, но может произойти на 2 заседаниях. После этого закон должен быть передан на подпись главе Гагаузии. И главы Гагаузии у нас нет. У нас есть вроде бы исполняющие обязанности главы Гагаузии. Временно исполняющий. Насколько я знаю, по-моему, процедура то ли 14 дней, то ли 30 с момента подачи закона. И исполняющий обязанности главы автономии или глава автономии решает, стоит ли ему подписать закон или нет. Может случиться такое, что не подпишет, не согласится с доводами, которые представляет Народное собрание. Это тоже не исключено. Нет, абсолютно. В связи с тем, что мы понимаем, что ШОР очень хорошо контролирует деятельность исполкома Гагаузии. И тогда депутаты должны будут преодолеть вето, то есть проголосовать 2/3, что практика показывает, что в условиях Народного собрания... Тяжелый случай. Да, тяжелый случай. Или создать согласительную комиссию, там прийти к какому-то согласию, и, в общем-то, тогда глава Гагаузии или исполняющий обязанности может подписать, так как они пришли к какому-то согласию. Но это в любом случае говорит о том, что этот путь говорит о создании нового ЦИКа. И после даже 2-3 месяцев, а потом будет август, уйдут на каникулы, парламентская избирательная кампания, потом они должны будут объявить прием на должность кандидата в ЦИК или кто представляет, потом пройти за них всю голосовать. Процедуру. И то есть мы точно не влезем в дату до 16 ноября, которая называлась как обязательная дата для проведения выборов. При всем желании. Да. И получается, что мы все равно при таком сценарии перейдем, что выборы могут состояться не ранее конца зимы или весной 2026 года. Зимнюю спячку точно не влезем. И здесь возникает очень большой вопрос, потому что те изменения, которые внесли депутаты в уложение, говорят четко, и в регламенте, и в законе написано, что выборы должны пройти в ближайшее воскресенье после истечения срока полномочий. Получается, что после 16 ноября нынешний созыв Народного собрания нелегитимен. Он не может принимать никаких решений, никаких законов. То есть это административный орган, который может там выпускать какие-то внутренние приказы касательно кадровой политики, еще каких-то таких моментов.
А к чему тогда ведет эта инициатива, по вашему мнению? Ну, как вам сказать? Народная мудрость гласит следующее, что история еще никогда не знала случая, чтобы свинья добровольно отходила от корыта с едой. И это как бы напоминает на сегодняшний день действия нашего народного собрания. Никто из них не хочет отходить от этой кормушки добровольно. И хотя бы еще месяцок, хотя бы недельку, хотя бы еще день просидеть рядом с этим корытом. И они все для этого делают. И то, что вы говорите, и то, что многие люди с активной жизненной позицией в Гагаузии говорят относительно того, что они затянут этот процесс до того, что уже не смогут принимать какие-то нормативные акты, которые сейчас, скажем так, жизненно необходимы для Гагаузии, потому что жизнь не стоит на месте, она все время меняется, и законодательный орган должен за этим следить и принимать нормативные акты, которые регулируют правоотношения между людьми, между юридическими и физическими лицами. Но где вы видели в нашем нынешнем народном собрании человека, который болеет душой за жителей Гагаузии? Ну, может быть, такие есть, но я не видел, не знаю. Буду благодарен жителям Гагаузии, если кто-нибудь мне скажет, кто там такой из этих 35 человек, которые просиживают свои штаны там или юбки. Вот. Поэтому у них, на мой взгляд, цель одна – затянуть свое нахождение на этих мягких креслах. И больше ничего. Не интересуют их интересы наших людей. То обстоятельство, что у людей постоянно возникают какие-либо трудности жизненные, и, как говорят, права и интересы постоянно жителей Гагаузии ущемляются. И Народное собрание ничего не делает для того, чтобы решить проблемы людей. На сегодняшний день, вот посмотрите, опять у нас очередное как бы засушливое лето. И что, кто-то старается что-то решить эти проблемы? Нет. А разве это не проблема? Потому что на сегодняшний день, если посмотреть, то флагманом гагаузской экономики являются именно сельхозпроизводители. Это люди, которые, знаете, закапывают свои деньги в землю и ждут милости от Господа Бога для того, чтобы получить хороший урожай, а потом ждут милости для того, чтобы этот урожай, даже получили большой или небольшой, продать по хорошей цене. А цен тоже особо, как мы видим, в последнее время нет. И опять же никто ничего не делает за этого. И получается, что такое Конституция? Это соглашение между людьми и органами управления государства. Это тоже заложено в международных правовых документах относительно того, что соглашение между гражданами и государством строится на принципе равенства сторон. В плане того, что каждая сторона должна исполнять те обязанности, которые она взяла на себя. У нас в Конституции написано о том, что все люди должны участвовать в затратах государства. Ну и в том числе в процессе управления. И в процессе управления. Ну, в процессе управления людей, как говорят, всякими манипуляциями убрали в сторону, но в процессе формирования денег на то, чтобы содержать государство, попробуй не участвуй. Даже если не хочешь участвовать, тебя заставят. Налоги, штрафы и прочие ущемления вплоть до уголовной ответственности. И люди платят. Из последних сил платят. Хорошо, люди платят. А почему же их работники не работают? По сути дела, если взять из норм гражданского права, если одна сторона не исполняет свои обязательства перед другой стороной, то другая сторона автоматически освобождается от исполнения своих обязанностей. И мы здесь видим налицо о том, что органы управления Гагаузии самоотстранились от исполнения своих обязанностей. Я хотел бы посмотреть
хотя бы что решили наши органы управления Гагаузией, хотя бы одну проблему наших жителей. Разве они хоть раз собрались о том, чтобы сказать о том, что вот, друзья мои, вот у нас собираемость налогов вот столько-то. Может быть, мы снизим эти налоги? Может быть, мы уменьшим количество сотрудников исполкома, Народного собрания, потому что они неэффективны. Штаты чересчур раздуты. Сэкономим. Это, вы знаете, мне напоминает такую ситуацию, когда в советское время как-то повысили стоимость алкоголя, и, значит, отец такой синяк, который глушил все время водочку хорошо, и дочка подбегает к нему такая радостная и говорит: пап, а водочка теперь будет стоить дороже, значит, мама, как говорит, ты будешь пить меньше. Говорит: нет, я буду пить столько же, только ты будешь кушать меньше. Иван Алексеевич, судя по всему, все эти процессы связаны в том числе и с парламентскими выборами, которые уже назначены на 28 сентября. Видимо, есть заинтересованные стороны, которым важно, чтобы выборы депутатов Народного собрания прошли как можно дальше от выборов в парламент. Потому что эти инициативы, которые сейчас внесена в Народное собрание, она, кроме как оттягивания процесса выборов, больше ни к чему не приведет. Но и в стране как бы сейчас уже практически уже входит в активную фазу избирательная кампания. Многие политические партии, блоки уже объявили о намерении участвовать в парламентских выборах и ведут достаточно уже активную агитационную работу, хотя закон и не предусматривает прямую агитацию до определенного срока дня голосования, но все же многие партии уже не один месяц ведут эту работу. И буквально на прошлой неделе объявлялось о создании так называемой платформы за Молдову, которую 3 журналиста презентовали. Двое из них — это Дмитрий Чубашенко и Людмила Бельченкова. Потом последовали заявления ряда политических формирований. Социалисты заявили о поддержке, коммунисты, партия «Процветающая Молдова» и партия Ирины Влах «Инема Молдовы». Давайте послушаем сейчас Валерия Нёгла, который является первым заместителем Василия Талева по партии «Процветающая Молдова», о их договоренности с партией коммунистов. Мы заявили, политсовет и председатель партии заявил о том, что избирательное поле, оно готово к тому, чтобы создать блок тех партий, которые ставят перед собой сменить направление, в особенности в экономике, потому что угробленная экономика государства, и не видно потенциально людей, способных что-то изменить в этом. Мы же понимаем, что любой человек или любая структура политическая, которая приходит к власти, она ставит перед собой задачу сделать что-то хорошее для своего народа. К сожалению, не у всех получается. А в данной ситуации нету людей, которые способны были бы иметь при наличии опыта, сделать что-то для страны. Поэтому мы считаем, что нужно поменять экономический курс государства, в котором мы живем. И будем говорить, что компаньонами в этом мы видим многие партии левоцентристского толка, будем так называть их, как бы объединившись в одном видении. И мы заявили о том, что по крайней мере, что мы, партия коммунистов и будущее Молдовы, идет вместе, и призвали еще тех людей, те партии, которые согласны с нашими тем позициям, кратко которых я сказал, чтобы мы вместе составили договор о создании политического блока. На сегодняшний день договоренность с партией коммунистов существует. Конечно, еще есть время. Думаю, что намерение, это типа наш протокол намерений, он уже и имеет место, но когда сформируем, тогда, в принципе, мы можем сказать о том, что есть блок, и просим те партии, которые еще захотят и которых устраивают наши тенденции, наши движения, чтобы они вступили с нами, потому что этот блок будет открытый. Любая партия, которая согласна с теми позициями, которые будут обозначены,
она будет иметь возможность войти в блок. Вы смотрите Лав Агланом, это было высказывание Валерия Яньога, первого заместителя партии «Процветающая Молдова», где он сказал о том, что у них уже есть договоренности о создании блока с партией коммунистов, но и появился, вот они теперь объявили. Насколько вы верите в то, что в Молдове сегодня левые, левоцентристские партии способны создать какой-то блок, который может составить конкуренцию ПАС или каким-то правым партиям? Вы верите в эту идею, потому что мы смотрим на другие электоральные процессы, и в том числе последние парламентские выборы, выборы президента, всеобщие местные выборы, где мы видим, что левые партии из выбора в выборов теряют свои позиции. Вы знаете, из разговора с людьми в Гагаузии и не только, я делаю следующий вывод. Все эти так называемые партии, которые являлись оппозицией, но они говорили, что они оппозиционеры, значит, люди разочаровались в этих оппозиционерах до последней крайности, потому что весь период, пока они сидели на этих мягких стульчиках депутатских некоторые, а некоторым не повезло, они до парламента не смогли добраться, но тем не менее более беззубых партий и более беззубых лиц, которые считали себя оппозицией в нынешние 4 года, я не видел. Они вот просто приходили. Что они сделали, какие конкретные действия они выполнили для того, чтобы показать о том, что они вместе с народом, что они предлагали какие-то, скажем так, нормативные акты, проводили какие-то расследования, еще делали какие-либо вещи, встречались с людьми для того, чтобы улучшить их положение и состояние. Ничего. Они просто периодически, кто-то из них выходил на трибуну, что-то сказал для того, чтобы сделать вид, что они есть, и больше ничего. Зачем нам такие партии, которые ничего не делают? Обратите внимание, у нас в Молдове 70 с лишним партий, да, и все они находятся в глубокой спячке, в глубочайшей, и начинают объединяться только перед очередными выборами. Я более чем уверен, если бы не было выборов, они бы так и продолжали спать в этой летаргическом сне, и так бы и не проснулись. Им не нужны люди, им не нужны жители Молдовы, им не нужна диаспора, которая мучается за пределами Молдовы, потому что нашей диаспоре за пределами Молдовы тоже эти деньги достаются не так легко, и им там далеко, они не процветают, и многими я разговариваю, и большинство из них говорят: да мы вернулись бы в Молдову, потому что здесь нам тоже нелегко, но возвращаться некуда. Вот. И что за все это время эти так называемые оппозиционеры сделали? Ровным счетом ничего. Они рвутся к власти, не ради людей. Поэтому не верю я ни одному из этих так называемых оппозиционеров, потому что это только лишь слова. Покажите дело. У вас было время объединить людей, пойти вместе с людьми, защитить их интересы и показать о том, что вы с людьми. А период с выборов до выборов, они где-то там находятся, люди брошены, никто не защищает их интересы. Только в период выборов, типа выбери меня и я сделаю. Нет, люди им уже перестали верить, и люди покажут о том, что насколько они им доверяют, на нынешних выборах.
Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в программе. Надеюсь, что наша аудитория, которая нас смотрит, немного поймет, какие намерения есть у Народного собрания в связи с новой инициативой о создании постоянно действующего ЦИКа и когда примерно могут ожидаться выборы Народного собрания. Встретимся через неделю. Вы смотрели программу «Лав о главном». Сегодня гостем постоянным нашим был Иван Терзи, председатель Ассоциации «Народный контроль Гагаузии». Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях.